135-летию Габдуллы Токая. Вчера я слышал, кто-то напевал наш кровный, светлый, ласковый мотив. Щемил он сердце, думу напевал, до боли близок, вечен и красив. Срываясь, переливы в тишине поведали, чем жив родной народ. В напеве том понятны были мне все 300 лет страданий и невзгод. Жил столько бед, претерпевая зря, жил слезы проливая, горько жил, но чувством кровной общности горя, народ в напев свои мечты вложил. Биография Токая – одна из драматичнейших биографий в истории мировой литературы. На первый взгляд, немного дорог исходил поэт, но сколько трагического уготовила ему судьба на этих недлинных дорогах. Сиротство, нищета, унижение. Токай – дитя своего народа. Его взрастил и вскормил сам народ. Когда читаешь его стихи, особенно лирику, то с первых же строк начинает звучать эта мелодия. Ты слышишь музыку, воплотившую судьбу народа, его историю. Токай пришел в литературу, одухотворенный великими идеями гуманизма и демократизма. Он учился у русских поэтов. Огромное значение для него имела поэзия Александра Сергеевича Пушкина. Он по праву считает себя его учеником. Одним из первых поэтов Востока продолжал его реалистическую традицию. В его отношении к поэту мы чувствуем какую-то особенную внутреннюю теплоту и нежность, свойственную только натурам поэтическим. Пушкина и Токая роднит разнообразие поэтических мотивов, интерес ко всем явлениям жизни. Это любовь к родине, родным просторам, свободолюбивые настроения, тонкое и глубокое понимание природы и восторженное отношение к женщине. Токай, как и Пушкин, тонкий лирик. Он высоко ценил народное творчество. Народ велик, он могуч, он страстен, он музыкален, он писатель, он поэт, говорил Токай. Он полной пригоршней черпает вдохновение из родных песен и языка, где богатство народной души отразилось наиболее ярко. Поэтому поэт в адрес своего родного языка произносит благодарные слова. «О, язык родной певучий, о, родительская речь, что еще на свете знал я, что сумел я уберечь? Колыбель мою качая, тихо-тихо пела мать, сказки бабушки я начал, подрастая, понимать. О, язык мой, ты опора в испытаниях бытия, с детства близкий и понятный, радость и печаль моя. О, язык мой, как сердечно я молился в первый раз, сохрани отца и маму, не оставь Всевышний нас». Таким мы видим гениального татарского поэта. Удивительная судьба. Еще на заре своей творческой жизни горячо и любовно он переводил Пушкина, Лермонтова, Кольцова, а теперь самого Токая также любовно и бережно переводят современные поэты. Он переведен на многие языки мира. Поэт Евгений Винокуров говорил, что все мы идем от Пушкина. Куда ни пойдешь, пройдешь по этому мосту. Даже если ты не согласен с ним, отрицаешь его, то обойти не сможешь. Это непрерывная беседа всей литературы с Пушкиным. И нечто подобное происходит с Токаем. Говоря о татарской литературе, нельзя не вспомнить о Токае. Он органически вошел в сегодняшний день, он идет на завоевание грядущих высот. И стихотворение татарского поэта Шауката Галиева, посвященное Токаю. Поэт, умирая в минуту прощания, такое оставил друзьям завещание. На деньги за песни, что пел я так звонко, хотя б одного воспитать ребенка. Шли черные годы, шли страшные годы. От холода, голода гибли сироты. Но жизнь доказала, что песня бессмертна. И песня исполнила волю поэта. В просторах поэзии нашего края все дети воспитаны словом Токая.